Древний город Кашгар возрастом более 2000 лет. Здесь повсюду можно увидеть уйгурскую архитектуру, старинные улочки, наполненные экзотическими ремесленными изделиями, а на базарах вас окутывают ароматы уйгурской кухни, которые говорят вам, не побывав в Кашгаре, вы не были в уйгурской автономии. Привет, я Инан. Я подробно познакомлю вас с Кашгаром. А теперь начнем наше путешествие по Кашгару, городу у подножия Тяньшаня. Это легендарный древний город на шелковом пути. Старый город Кашгар делится на восточную и западную части, и рекомендую начать с восточной, потому что здесь больше разнообразия и оживления атмосфера. Войдя через восточные ворота старого города, слева вы увидите базар цветочных горшков. Пройдя прямо, попадете в общину кузнецов, а справа находится храм Гангуна, откуда можно увидеть вдали Кулунскую башню. Каждая старая улица здесь имеет свой характер и скрывает множество живописных уголков для фотосъемки. Найдите кафе «Уголок старого города», поднимитесь на второй этаж. Витражи с цветными стеклами является его особенностью. Полуденное солнце, пробиваясь сквозь листву, играет на столе, создавая уютную и спокойную атмосферу. Терраса на третьем этаже больше подходит для вечера. Сидя за столиком под виноградной лозой с книгой и чашкой чая, можно наблюдать самый поздний закат в стране. Идя по улице Аруа и найдя магазин «Силомаюй», сверните в переулок с зеленой дверью и поднимитесь по лестнице. Отсюда можно сфотографировать висячие сады в узком переулке. Кафе «Эдрис Нонгфу» — это новооткрытое в этом году место для фото, где можно сделать кадр с Кулунской башни или с колесом обозрения рядом. Если вы надели национальный уйгурский костюм для фотосессии, рекомендую не пропустить старый дом Мамата. Вход стоит 30 юаней, но здесь бесконечное количество мест для фото. Место для фото в восточной части старого города скрыто недалеко от храма Гангуна. Поднявшись в храм, можно увидеть половину старого города с высоты, а пройдя через него и найдя гостевой дом Нашаман, вы попадете к классическому месту для съемки – радужной лестнице с Кулунской башней на фоне. Но в Кашгаре интересно не только фотографироваться. Магазины на старых улочках позволяют увидеть уникальные уйгурские ремесла и выбрать сувениры. Войдя в магазин ковров «Панбанчицица», вы будете очарованы особыми узорами и цветами. Здесь не только ковры, но даже сумки, развешанные на стенах, имеют национальный колорит. В кожевенной мастерской на старой улице даже самые маленькие подвески сделаны вручную мастерами. В общине кузнецов вы найдете различные медные и железные изделия, включая лопата больше человеческого лица. Кашгар когда-то был важной остановкой на шелковом пути, а сегодня остается дверью, открывающей мир. Если восточная часть старого города оставляет впечатление оживленности, то западная погружает в мир «Тысячи и одной ночи». Пройдя мимо мечети и Тках, вы попадете в западную часть старого города Кашгара. Здесь лучше всего бродить не спеша. Первая остановка – улица «Тысячи окон и дверей». Гуляя по этой старой улице, обязательно заглядывайте в каждый переулок. Стена с разноцветной надписью «Кашгар», Подсолнуховая улица, Тарелочная улица, Ковровая улица. Только в Кашгаре можно найти столько переулков с уникальным оформлением. Вторая остановка – два очень популярных места для фото в западной части старого города – Мешковый переулок и Радужный переулок. Третья остановка – Столетняя чайная. Кроме чашки цветочного чая, здесь можно послушать, как старики играют на дударе или равапе. С 7 вечера на улице гостевого дома проходит 30-минутное представление «Выбор жениха уйгурской принцессы». Возможно, 100 лет назад в Кашгаре разыгрывалась такая же сцена.